Доброе утро, Республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров и Вероника Томтосова. У нас, как всегда, самые интересные новости, самые лучшие советы и самые уникальные гости. Ну и, конечно, перед тем, как мы начнем эфир, хотелось бы напомнить про наш телеграм-канал «Утро Якутии», где мы выкладываем самые интересные сюжеты, делимся новостями, ну и, конечно, иногда даже дарим подарки. Поэтому, если у вас есть возможность прямо сейчас, можете подписаться на наш телеграм-канал, используя QR-код. Ну а сейчас давайте узнаем, да, какая погода за окном. Конечно, за окном солнышко, но это, по крайней мере, в Якутске. Но в центральных районах сегодня 12-22 градуса тепла, в заречной группе 12-23 выше 0. В южных плюс 4, плюс 11, в Вилюйской группе 10-18 со знаком плюс. В Нижнеленских выше 0 9-17 градусов, в западных плюс 9, плюс 16. В Колымо-Индигирской группе Улусов 1 градус тепла или 18, видимо, ночью 1, днем 18, замечательно. В Янских плюс 7, плюс 19, ну и даже на северо-западе сегодня погода радует от 0 до плюс 5. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 11 градусов тепла, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 5 метров в секунду. Сегодня днем облачно с прояснением без осадков, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, но температура воздуха плюс 12, плюс 21 градус. Ну, такие еще кадры со снегом, со льдом, окажется, что на улице почти лето. Ну, лето уже, можно сказать, наступило. Но... Ты подснежники уже видел? Слушай, нет еще. Я как-то что-то все время в городе и... Вот я тоже все в городе. Поэтому, если видели подснежники, обязательно с нами в телеграм-канале фотографиями поделитесь. Мы хотя бы у вас их посмотрим. Ну, а прямо сейчас узнаем, какие последние новости. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Минтранс РФ совместно с автопроизводителями беспилотного транспорта представит проект федерального закона о беспилотниках до конца этого года. Документ установит классификацию беспилотников по уровням автономности, права и обязанности производителей и требования к управлению. Также в него включат нормы о новом мониторинговом центре на базе ГЛОНАСС, который сможет дистанционно останавливать машины при незаконном вмешательстве в систему. В парламенте республики прошли слушания, посвященные оптимизации расходов в отрасли ЖКХ. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в среднем по региону вырастут на 13%. Несмотря на ежегодное удорожание тарифов, в прошлом году организации жилищно-коммунального блока Якутии недополучили субсидии на 15 миллиардов рублей. Депутаты и члены правительства обсудили меры по сдерживанию роста этих субсидий. По поручению главы республики разработан план мероприятий, направленных на сдерживание увеличения расходов. Сегодня есть проблемы по отсутствию финансов в части работы ресурсоснабжающих организаций по завозу ТЭР. Есть вопросы по текущей деятельности, есть вопросы по задолженности. И сегодня правительство упорно работает по поиску средств институтами, финансовыми институтами страны. И, конечно, мы будем вынуждены получать кредиты, но при этом, конечно, чтобы мы при корректировке бюджета через бюджет решили эти проблемы по возмещению понесенных затрат ресурсоснабжающих организаций. В Ленске состоялся ежегодный семинар «Некоммерческий сектор Ленского района. Точка роста», в котором приняли участие некоммерческие организации, инициативные граждане. Их было более 40 человек. Экспертом выступила Любовь Клюкина, которая является федеральным экспертом грантового конкурса «Движение первых». 2 дня эксперт говорила с участниками об организационном развитии НКО, от регистрации до устойчивости, а также о ресурсах на решение социальных проблем и задач. В процессе были составлены планы развития различных НКО. Участникам понравился семинар. Они признались, что о многом услышали впервые и обязательно будут использовать новые знания в деле. На территории Ленского района существует чуть более 60 некоммерческих организаций. Они являются юрлицами. Это ответственность, это бухгалтерская отчетность, это написание проектов. То есть очень-очень многие вопросы они должны решать, знать и уметь. Информационная открытость, в проектах участия, какие существуют площадки для участия в грантовых проектах. Затем, как собрать команду единомышленников. И очень много вопросов.
Традиционно в мае начались последние звонки для выпускников. В школе номер 1 города Якутска состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года для девятиклассников. В этом году обучение в школе заканчивают 55 ребят, из которых 9 претендуют на аттестаты с отличием. Последний звонок считается праздником прежде всего для учащихся 9 и 11 классов, так как впереди их ждут выпускные экзамены и получение аттестата. Для остальных школьников он символизирует долгожданное окончание учебного года и начало летних каникул. В этом году у школы очень много достижений. У нас наша ученица в этом году в российском конкурсе «Шаг в будущее» заняла диплом первой степени. В этом году мы отмечаем 104 года нашей школе, в следующем году 105-летие юбилейное. И мы, конечно, ждем новое здание, которое строится на проспекте Ленина, 32. Всем доброго утра, и пока за окном расправляет крылья весна, давайте не будем забывать, лето уже на подходе, а это значит самое время зарядиться энергией, чтобы встретить солнечные дни во всеоружии. Хотите легко вписаться в летние платья, шорты или уверенно щеголять по пляжу? Тогда присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Ну, всего 10 минут активной зарядки, и вы почувствуете, как тело наполняется силой, а настроение взлетает до небес. Не откладывайте на завтра то, что сделает вас бодрым. Уже сегодня встаем с диванов, расправляем плечи и поехали. Лето ждет, а мы будем готовы. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня я вам покажу комплекс растяжки. Для этого нам понадобится кирпичик. Если его у вас нету, можно заменить на книжку, например, второй том «Война и мир». Первое упражнение – исходное положение. Ножки чуть шире плеч, носочки диагонально. Мы делаем вдох, выводим наш кирпичик наверх. На выдохе мы опускаемся с ровной спинкой, важно лопатки свести. Округляем нашу спинку и с круглой спинкой поднимаемся наверх. Вдох, на выдохе мы снова спустились. Округлились. Вдох, выдох. Округлились. Вдох, выдох. Очень эффективное упражнение на раскрытие грудного отдела, поэтому важно соблюдать сведение лопаток. Еще 4, 3, 2, 1. Выполняем 12 раз, 3 подхода. Исходное положение то же самое. Ножки чуть шире плеч, носочки диагонально, кирпичик выводим также наверх, но мы здесь добавляем наклончики в сторону. Делаем вдох, лопатки свели, на выдохе мы наклонились вправо, развернули корпус в центр, переместились влево, развернули, выросли обратно. Выдох, вернулись, вдох. Выдох. Важно, когда мы перемещаемся по центру, кирпичик тянется в потолок. Ни в коем случае мы его не заваливаем. Еще 4, 3, 2, 1. Следующее упражнение. Наш кирпичик мы кладем на передний край коврика. Рабочая ножка встает с пяточкой на задний край коврика. Левую ножку мы кладем на кирпичик, делаем вдох и на выдохе начинаем выполнять сначала пружинистые упражнения. Делаем вдох, на выдохе каждый раз все ниже и ниже спускаемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сделали вдох. На выдохе максимально ушли вниз, зафиксировались на 8 счетов и стараемся расслабить наши связки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Аккуратно поднимаемся. Такое упражнение повторяем 3 подхода, 8 раз пружин и 8 раз фиксация. Далее меняем ножку. Комплекс нашей растяжки подошел к концу. Выполняйте растяжку с помощью кирпичика каждое утро и будете иметь пластичное красивое тело. Всем хорошего дня! Отличная бодрая зарядка. Проснулись, а теперь к последним новостям. Итак, в конце мая 2025 года в Якутске пройдет большой форум «Создано на Дальнем Востоке», где соберутся творческие предприниматели, инвесторы и все, кому интересно развивать новые проекты. Ну а подробнее о форуме мы сегодня побеседуем с нашим гостем. На студии Ян Захаров, ведущий специалист, исполняющий обязанности директора Департамента развития креативной экономики Корпорации развития Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот в программу форума включены питчинги. Можете поподробнее о них рассказать? Да, формат питчингов предполагает действие такое, то есть мы собираем экспертов как комиссию и отдельно собираем участников, спикеров, которые будут презентовать свои проекты, и расскажут концепцию, в целом, о чем у них будет проект, и именно касаемо, какие им нужны инвестиции и обратная связь от экспертов. В целом у нас несколько питчей пройдет на форуме, в том числе по индустрии музыки и по индустрии кино. Сейчас мы готовимся с модными индустриями тоже подготовить проект и ожидаем хороших результатов. Здорово. Ну а какая помощь будет, получается, участникам творческих объединений, да? То есть бизнесов после форума? Это может быть гранты, может быть какие-то направления по обучению? Да, мы в целом занимаемся этим уже давно. У нас уже есть существующие акселераторы, что касаемо образовательной части. В плане финансирования на питчинге мы презентуем Дальневосточный фонд кинопроизводства, который начнет свою работу уже в 4-м квартале 2025 года, и мы планируем проинвестировать в проекты, которые мы рассмотрим на питчингах. Ну, то есть, получается, кто лучше всего продемонстрирует готовность, да, проекта, получит лучшие оценки экспертов, того будут финансировать? Да, в первую очередь мы соберем пул проектов, которые мы будем рассматривать уже в дальнейшем. В целом так. А скажите, а как Дальний Восток будет сотрудничать с другими регионами? И будет ли какая-то общая площадка для совместных проектов? Да, осенью этого года планируется масштабное мероприятие, международный форум, международный медиарынок, его назвали GEM, это Global Entertainment Market, в котором мы хотим собрать федеральных продюсеров, также производителей цифрового контента. На этом маркете будут продаваться проекты кино, музыка, анимация и геймдев. И мы хотим также начать сотрудничество с нашими союзными странами и будем уже направлять экспортный потенциал в сторону Азии. Почему считаете, что инвесторам должно быть интересно именно креативное развитие Дальнего Востока? Почему это перспективная область? Да, в целом креативная экономика — это не только просто мировой тренд, это стратегическое направление, которое позволит уже масштабировать несырьевую экономику, в том числе нашей республики. И инвесторам, скорее всего, должно быть интересно именно в плане того, чтобы войти уже в новый поезд, и проходить это уже вместе с правительством. А вот на ваш взгляд, как можно продвигать местные бренды, чтобы их не считали такими провинциальными, если можно выразиться? Да, у нас проходит акселерационная программа для модной индустрии, в которой мы обучаем наши бренды проходить и оптимизировать свой производственный процесс, то есть от начала проектирования самой концепции до продвижения их на российские рынки и на международные. Сейчас у нас уже успешно прошел первый сезон, и 5 брендов у нас уже вышли на федеральные ритейлы. Чем выгодно отличается творческое направление в Якутии, получается, развитие творческих индустрий на ближайшие 5 лет от остального, получается, мира, может быть, России? В чем, скажем, уникальность? В целом,
уникальность именно нашей республики, да, имеете? Да. Ага, да, наша республика отмечается уже во всех регионах как лидеры по развитию креативной экономики. Все это обуславливается тем, что наши экономические показатели показывают активный рост, и мы планируем в целом до 2030 года увеличить уже наши показатели. В прошлом году, 27 апреля, глава Арсений Сергеевич подписал указ о развитии креативной экономики, и мы там определили для себя приоритетные направления, которые будем развивать, и также цели. К целям относится это увеличение добавленной стоимости в 2 раза, сейчас это 56 миллиардов, до 113 получается, и увеличение количества занятых в креативных индустриях до 70 тысяч человек. По приоритетным креативным индустриям мы также определили задачи, исполнение которых обеспечит как раз-таки рост экономических показателей. И какие направления все-таки выбрали? То есть, с кинематографом понятно, мы его услышали. Да, у нас есть 9 направлений. Это кино, анимация, музыка, модная индустрия, ювелирные направления, образование в креативных индустриях и народно-художественные промыслы. И, конечно же, IT. Ну, вот вы отметили несколько брендов наших местных, да, которые вышли уже на федеральный уровень, да, то есть федеральный ритейл. Вот, было бы интересно узнать, вот, какие у них направления именно деятельности, какую продукцию они представляют. Да, мы в основном работаем именно с теми брендами, которые развивают якутскую идентику. То есть мы целенаправленно хотим развивать якутский бренд. Сказать. То есть это Да. одежда в национальном стиле, получается, с элементами, по крайней мере. Да, это с национального. элементами якутской национальной одежды. Да. Наверное, ювелирная какая-то промышленность. И ювелирная отрасль тоже направление. Все ли могут желающие принять участие в форуме, или там идут такие определенные предприниматели, которых специально приглашают на форум? Мы ведем работу по приглашению участников, что касаемо питчингов. Мы рассматриваем все проекты, будем отбирать их и лучшие работы на питчинг. То есть если форум у нас в конце мая, то есть еще идет отбор, да? Можно ли как-то заявку подать? Можно куда обращаться? Да, можете направить заявку, я могу оставить телефон. Сайт, не знаю, там... Да, и на сайте можно оставить заявку. Сайт какой? Создан на Дальнем Востоке. Создан на Дальнем Востоке. То есть в поисковик набиваем, Да. и можно подать заявку на участие в форуме. И там же, наверное, можно получить последнюю информацию о вашей работе, да, и какие еще интересные проекты, в том числе образовательные, есть для предпринимателей. Спасибо большое. Да, очень интересно. Я думаю, что очень перспективно. Ждем наших брендов, может, уже на мировом. И в гостях у нас в студии. Да, Спасибо, это Ян. обязательно. Но если мы говорим о предпринимателях, то это люди, сочетающие в себе большое количество профессий. Их можно даже назвать такими универсальными людьми, которые должны уметь разбираться в нескольких сферах сразу и уметь найти общий язык с разными людьми. Сегодня в нашей рубрике «Изучаем язык» мы поговорим о профессиях. Доброе утро, Үтё Сарсерда. Үтё Сарсерда. На этом уроке мы поговорим о профессиях. Аня, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Еще никем. Еще не знаешь? Да. Это нормально. Со временем ты все равно определишься. Для обозначения профессии в якутском языке используются как заимствованные из русского, так и исконно якутские слова. Например, учитель будет учутал или üreteci от глагола üret – учи. Врач будет бырас или эмчит от глагола эмте – лечи. А теперь узнаем, как звучат на якутском другие профессии. Аня, слушай и повторяй. Строитель – тутачи. Тутачи. Журналист – суруналыс. Суруналыс. Ведущий – итачи. 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 Повар – асчит. Асчит. Продавец – атыгыт. Атыгыт. Спасатель – быгачи.
Бигаче. Воспитатель Итачи. Итачи. Молодец. Теперь составим с ними простые предложения. Мы будем использовать глаголы, от которых образованы пройденные слова. Öğretici, öğretir. Üreteci. Öğretir. Үрет. Еще раз, давай по отдельности. Öğretici, Üreteci. öğretir. Üretir. Это однокорневые слова. Замечаешь, да? Öğretici – это учитель, а öğretir – это учит. А корень у них öğret. Мгм. Дальше идем. Врач лечит. Эмчит, эмтир. Эмчит, Emçit. эмтир. Emtir. Строитель строит. Тутачы, тутар. Тутачы, Tutaçı. тутар. Tutar. Журналист пишет суруналыс, суруяр. Суруналыс, Surunalız. суруяр. Suruyar. Ведущий ведет. Итачы, итар. Итачы, Itaçı. итар. Itar. Повар готовит. Асчыт, астыр. Асчыт, Asçıt. астыр. Astır. При заучивании таких слов важно запомнить их корни. Тогда будет еще легче учить. Мы выучили несколько слов и выражений на тему профессия и «д». Пусть у каждого будет любимая профессия. Көрсек қадери. Görüşe Мы желаем всем доброго утра, всем, кто к нам присоединился, и желаем хорошего начала дня. Ну вот, интересно, вы когда-нибудь задумывались, сколько историй может рассказать обычная городская улица? Казалось бы, это просто дорога из пункта А в пункт Б, но за каждым фасадом здесь скрываются легенды прошлого, суета настоящего и мечты о будущем. Ну, пока дошел как раз от пункта А до пункта Б, просветился. Подумала много. Да. Да. И сегодня мы предлагаем вам прогуляться вместе по улице Чапалова. Вы узнаете, почему она так называется и что делает ее историей нашей повседневной жизни. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу рассказать вам про одну из самых старых улиц города Якутска – улица Чапалова, которая была названа в честь большевика и революционера Владимира Чапалова. Представляете, этой улице больше 100 лет. Она появилась еще в 1920-х годах и с тех пор ни разу не меняла название. А знаете, как ее назвали раньше? Почтовая. И самая главная гордость этой улицы – дом номер 5. Раньше он стоял в самом центре города, на улице Большая. И в нем до сих пор живут люди. И сейчас он находится на улице Чапалова. А в 1976 году его даже признали объектом культурного наследия. А сейчас давайте перенесемся в прошлое. 1950-е годы, когда на улице Чапалова кипела жизнь. Слева находился кинотеатр «Лена», справа промтоварный магазин, а на углу с проспектом там находился противотуберкулезный диспансер, где люди делали рентген. Сейчас улица Чапалова – это смесь эпох. Здесь соседствуют старые деревянные домики и новые высотки. Прогуливаясь по ней, словно попадаешь в путешествие во времени. Но не путайте улицу Чапалова с улицей Чкалова – это две разные улицы. Спасибо за внимание и обязательно прогуляйтесь по улице Чапалова, ведь это живая история нашего города. Но мы желаем всем нашим телезрителям бодрого утра. И если вы вместо кофе предпочитаете встречать утро с чашечки чая, то сегодня ваш день. Дело в том, что 21 мая – это Международный день чая. Нет, ну я прошу прощения, чай это, конечно, прекрасно, но, по-моему, прогулка иногда заменяет, история это такой, разрыв истории, когда рядом стоит еще исторический деревянный дом, а рядом многоэтажка, и ты понимаешь, что, правда, где-то пробегал, где-то проезжал, и никогда об этом не задумался, потому что, что я еще пропустил в своем районе, надо посмотреть. Ну, действительно, да. Время не стоит на месте, и в скором будущем, думаю, все мы возвращаемся к истории. дома заменятся на многоэтажки. Кстати, если честно сказать, да, помнишь, раньше деревянные дома, особенно частный сектор, да, и сейчас тоже, ты проезжаешь, и ты точно знаешь, вот там стоял желтенький или серенький, красненький домик, и вот я на нем поворачивала и бежала туда, в детстве я имею в виду. А тут его нет. А тут нет, ладно, нет. А сейчас, когда стоят многоэтажки, в принципе, одна многоэтажка очень похожа на другую, и ты такой,
я правильно иду в гости или нет. То есть раньше было проще ориентироваться, Ну да, когда каждый дом был уникальным. Вспоминаешь сразу мотивы фильма «С легким паром», да? Да, Практически. я нечаянно приехала в другой город. Правда, вот всегда смущало, почему подошли замки. Ладно, ну об этом Так, как ну бы. давайте вернемся к теме чая, да? Да, сегодня у нас Международный день чая, и родиной его считается северо-восток и юго-запад Китая, и северные районы Мьянмы. И, кстати, вот наиболее раннее упоминание об этом уже было 5000 лет назад, ну, вот, о чае вообще в целом. Поэтому достаточно древний напиток. Все, но... теперь я хочу чай. Ну, а все, кто хочет попить вместе со мной чай, присоединяйтесь, а мы пока узнаем, чем еще знаменательный сегодняшний день. На календаре 21 мая. Сегодня Международный день чая, День военного переводчика и День полярника в России. А в Якутии отмечается День песни. По народному календарю Иван Долгий. На Руси в этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. Обращали внимание на приметы, связанные с посевом. Говорили: пшеницу сей, когда черемуха зацветет, либо не сей пшеницу раньше дубового листа. Этот день в истории. Испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены. Этот день также считается началом основания Тихоокеанского флота. В Париже основана Международная федерация футбола ФИФА. Начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». В этот день родились Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка. Гаспар Гюстав Кориолис, французский математик, инженер и ученый. Андрей Сахаров, советский физик, академик, политический деятель, правозащитник, нобелевский лауреат. Глеб Панфилов, советский российский режиссер, сценарист, народный артист РСФСР. Любовь Полищук, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России. Сергей Шойгу, российский государственный военный деятель, генерал армии, герой России. Именины сегодня отмечают Андриан, Арсений, Иван. Сегодняшний день также отмечен как День песни. В Якутии этот день был учрежден указом главы Якутии Айсеном Николаем в 2022 году с целью сохранения и пропаганды лучших образцов песенного творчества и признания значимости песенной культуры для народа. Ну и сегодня в Якутске состоится концерт, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, который начнется на площади Орджоникидзе с 18:00. Ну а в нашем утреннем эфире мы познакомимся с творчеством квартета «Дружба». Я русский, я татарин, я чеченец, я башкир. Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир. Буряты и якуты, дагестанцы, ингуши. Все те, кто здесь родился и кто родину нашли. И африканец, Пушкин, и Багратион, грузин. Датчанин, Витус, Беринг, Айвазовский, армянин. И всех не перечислить, те, кто под крылом славян объединились вместе в государстве россиян. Костюм семейный, можно сказать, да. Раньше его носил мой отец, передал мне по наследству. И теперь я, собственно, выступаю в квартете Дома дружбы народов. Именно в этом костюме представляю наш замечательный народ. Василий Зырянов – один из участников квартета, созданного в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Как режиссер он автор многих мероприятий. И, сколько себя помнит, с юных лет в студенчестве всегда любил петь. Ну а родные бурятские напевы ему знакомы с раннего детства. Когда родственники собирались, когда родители с друзьями собирались, все равно вот эту речь бурятскую, допустим, бурятские песни, они все равно были на слуху. Квартет создали в 2022 году, но заявить о себе долго не могли по разным причинам. И вот, наконец, подготовили большой концерт коллектива. Как раз в концерте у нас будет показано основных 4 блока. Это якутский фольклор, русский фольклор, и венский фольклор и бурятский. Но также у нас есть песни на нескольких языках. Вот, к примеру, исполнили День Победы на 12 языках. Цель главная квартета – это пропаганда и популяризация фольклора народов нашей республики. Татьяна Сарусова исполняет и венские песни. Валерий Сергеев поет на якутском. Елизавета – на русском. Каждый вносит свою лепту в языковое многоголосие коллектива.
Мечта Василия – познакомить якутян с народными песнями бурятов. Ну, допустим, в моем блоке я постарался приготовить и народную музыкальную композицию, и эстрадную музыкальную композицию. Буду стараться, чтобы выйти полностью семьей и исполнить песню, как в презентации, вот, так и, собственно, с каким-нибудь коллективом вот, исполнить какую-нибудь современную музыкальную композицию. Ну, на данный момент есть задумка по вокальной композиции «Йохор» и исполнению с нашими ансамблями, которые у нас есть. Я вот со стороны Бурятии, да, я вот хочу, конечно же, такой танец и музыкальную композицию исполнить. На каком бы языке ни звучала песня, если она наполнена настоящими эмоциями, теплом и душевностью исполнителя, она обязательно откликнется в сердце слушателя. Нюргун Старостин, Юлия Михайлова, «Утро Якутии». Мы продолжаем наш совместный проект с Национальным центром аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия под названием «Память народа», рассказывающим о воинах-якутянах и невероятных подвигах героев Великой Отечественной войны. Сегодня история в кадрах расскажет о легендарном артиллеристе Гавриле Дмитриевиче Протодиаконове, который прославился при защите Сталинграда. Он на подступах к Мамаеву кургану, который лично уничтожил 9 пулеметных точек, 4 блиндажа и 2 противотанковые пушки. Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий археограф Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Сегодня наша рубрика «История в кадрах» находится в Волгограде, в уникальном месте, в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Сегодня мы расскажем о легендарном артиллеристе, старшем сержанте Гавриле Дмитриевиче Протодиаконове, образ которого запечатлен здесь, на панораме «Сталинградская битва». Гиды во время экскурсии туристам, рассказывая об обороне Сталинграда, обязательно вспоминают подвиг якутянина, сержанта артиллериста Гаврила Протодиаконова. Гаврил Дмитриевич родился 28 декабря 1910 года в Алагарском наследии Батурусского улуса. После окончания семилетки был назначен учителем Алагарской начальной школы. А после Якутского педагогического факультета продолжил учительскую работу в Сыланской и Алагарской школах, пока не был призван в ряды советской армии. Всю войну Гаврил Протодиаконов прошел артиллеристом, наводчиком 45-миллиметровой пушки, затем наводчиком и командиром орудия 76-миллиметровой пушки в составе знаменитой 62-й армии под командованием дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. Боевой путь этой дивизии – легендарная оборона Сталинграда, победа советских войск под Сталинградом, бои у реки Северный Донец, форсирование Днепра, переправа через 11 рек, освобождение Польши и взятие Берлина. Здесь, под Сталинградом, на подступах к Мамаеву кургану шли ожесточенные бои. 3 из орудийного расчета Протодиаконова были убиты. Самого его ранило, но он продолжал вести огонь, подавляя огневые точки противника. В разгар боя Гаврил Протодиаконов один замаскировал свою пушку, в народе называемую 45-ку, на нейтральной полосе. Здесь якутянин Гаврил Протодиаконов, раненый, вступил в единоборство с противником и лично уничтожил 9 пулеметных точек, 4 блиндажа и 2 противотанковые пушки. Подвиг артиллериста был по достоинству оценен с командующим 62-й армией Василием Чуйковым, а именно с точки зрения военной тактики. После того, как Чуйков побеседовал с Гаврилом Протодиаконовым, был отдан приказ о применении его тактического новшества в войсках. Боевые заслуги Гаврила Протодиаконова были высоко оценены советским правительством. Его награды – Орден Отечественной войны первой степени, 3 медали за отвагу, медали за оборону Сталинграда, за взятие Берлина и за взятие Варшавы. После войны Гаврил Протодиаконов работал учителем, директором, заведующим школой. Активно участвовал в общественной работе, был пропагандистом, агитатором, много сил отдавал патриотическому воспитанию молодежи. Имя Гаврила Протодиаконова носит его родная Алагарская школа. Вместе с супругой Прасковьей Алексеевной они воспитали 9 детей. Давно уже нет в живых легендарного бойца, но остались воспоминания в сердцах детей, внуков и правнуков о жизни воина, патриота, учителя, труженика, отца и деда большого семейства.
Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. История – удивительная вещь. Она знала моменты, когда 1 градус менял ход событий. В 1918 году мир охватила испанка, где лихорадка стала символом беспомощности перед невидимым врагом. Древние полководцы, вроде Александра Македонского, теряли империи из-за малярийного жара, а средневековые врачи видели в температуре знак свыше. Ну, сегодня этот огонь внутри нас не проклятие, а ключ к диагнозу. От египетских папирусов до первых ртутных термометров. Как человечество научилось читать язык тела? И почему высокая температура, которая когда-то решала судьбы королевств, теперь помогает спасать жизни? Ответ в нашем сюжете о том, что скрывает за собой обычный показатель на градуснике. Доброе утро! Высокая температура у ребенка до 3 лет – это повод для паники у молодых родителей. Больше всего их пугает и сбивает с толку, когда столбик термометра поднимается до высоких цифр, а никаких других болезней и симптомов нет. Рассмотрим возможные причины внезапного подъема температуры и определимся, что делать, когда у вашего малыша только температура и больше ничего. Высокая температура 38-39 градусов и больше запускает процессы выработки интерферона, специального белка, который активизирует систему защиты организма. Также организм может среагировать лихорадкой на боль, перевозбуждение, стресс. Иногда ребенок ни на что не жалуется, однако какое-то время от недели до месяца живет с температурой 37,5 или чуть ниже. Ее называют субфебрильной. Иногда это говорит о скрытых проблемах. Грудные младенцы и дети до 3 лет – особый случай. Терморегуляция их тела еще плохо налажена, иногда в ней случаются сбои. То низкая температура на недолгое время, то, наоборот, повышенная. Считаются вариантами нормы. Обычно уже к концу 1-го дня после повышения температуры симптомы болезни обязательно проявляются. Не лечите болезнь на опережение, не давайте малышу антибиотики или другие сильнодействующие лекарства. Не сбивайте жар, обтирая ребенка уксусом, спиртом или водкой. Это может вызвать токсическое отравление. Холодная ванна тоже противопоказана. Малыша лучше опустить в воду с температурным показателем 36,6. Этого достаточно, чтобы снизить гипертермию. Самые распространенные причины жара – это респираторные вирусы. Острые респираторные вирусные инфекции или простуда считается самой частой причиной, вызывающей резкое бессимптомное повышение температуры. Энтеровирусы. В народе эту группу называют кишечным гриппом. Такие инфекции стоят на 2-м месте по способности вызывать внезапную лихорадку. Через день появится насморк, кашель, а также желудочное расстройство, рвота. Также перегрев. Температура может подскочить, если ребенок долго находится на солнце или в душном, жарком помещении, бегал, прыгал, был одет чрезмерно тепло. Также причиной температуры может быть прорезывание зубов. С такой проблемой может столкнуться и 4-месячный младенец, и ребенок 9 месяцев, и годовалый малыш, и 3-летний. Ведь зубы прорезываются в первые 3 года жизни. Это лишь самые распространенные причины появления жара у детей первых лет жизни. Однако существует гораздо более серьезные заболевания, симптомом которых служит высокая температура. Это инфекция мочевыводящих путей, атипичная пневмония, герпес-вирус и даже туберкулез. Теперь вы знаете о температуре практически все. Будьте здоровы! Ну, болеют не только люди, но и растения. Самая распространенная напасть – это вредители. Как их обнаружить и, главное, как с ними бороться, мы расскажем прямо сейчас. Всем доброе утро! Сегодня я хочу вам рассказать о растениях. Когда наши цветы засыхают, это не означает, что им не хватает влаги. Очень часто, когда растение теряет свой декоративный внешний вид, на самом деле означает, что, скорее всего, у него поселились вредители. На примере данного растения я вам покажу, каким образом можно визуально найти вредителей. Как правило,
все паразиты, они находятся в нижней части листа, и нужно с помощью лупы, либо через, допустим, тот же сотовый телефон, через увеличение, попытаться обнаружить при ярком дневном свете паразитов. Обычно на наличие паразитов указывает пыль мелкая на верхней пластине листа, плюс еще бывают клейкие липкие пятна, похожие на сахарный сироп. И в зависимости от того, какой вид вредителя поселился в нашем растении, нам нужно будет подобрать схему лечения. Лечение нужно производить в зависимости от того, кто в нем живут, потому что от разных насекомых помогают разные средства. Когда растение начинает засыхать, и когда мы понимаем, что это не ошибка при уходе и не недостаток полива, мы ищем причину. Необходимо смотреть, постараться найти вредителей, то есть обычно они находятся на листьях, на пазухах, в пазухах листьев, либо где-то около корневой шейки. В магазинах продаются разные средства, и в зависимости от вида вредителей мы можем использовать разные химические препараты. Они безопасны как для людей, так и для животных, но они отлично справляются с вредными насекомыми. Для того, чтобы бороться с вредителями, нам необходимо развести химический препарат в опрыскиватель и опрыскивать. Но, как правило, из опыта я вам скажу, что работать с ручным опрыскивателем очень неудобно. Если растений много и если растение крупное, очень удобно использовать аккумуляторный опрыскиватель. То есть достаточно нажать на кнопку, и мы начинаем обрабатывать обильно растение препаратом со всех сторон, особенно уделяя внимание нижней стороне листьев. Итак, после того, как мы закончили с опрыскиванием, необходимо поставить растение в теплое место. Для того, чтобы препарат действовал, желательно надеть пакет и оставить растение с препаратом примерно где-то на сутки, либо в зависимости от рекомендаций производителя. Следующую обработку мы производим через 5 либо 7 дней для того, чтобы вредители не успели привыкнуть к этому препарату. В следующую обработку мы уже используем другой вид химического препарата для борьбы с этими же насекомыми. В Международный день чая мы не можем не затронуть тему чайного гриба. Так знакомый с детства чайный гриб, который многие привыкли видеть в банке, на кухне обрел новую жизнь в мастерской художника-энтрополога Алексея Булдакова. Он превратил этот живой организм, симбиоз бактерий и дрожжей, в уникальный материал для творчества. Из кропотливо выращенной целлюлозы мастер создает завораживающие скульптуры: черепа, головы людей, фигуры животных и абстрактные формы, напоминающие о древних ритуалах. Но путь от гриба до шедевра полон вызовов. Чтобы вырастить художественный материал, Алексей месяцами балансирует между кислотностью, температурой и концентрацией сахара. Но даже если все сделать идеально, плесень может уничтожить месяцы труда, признается художник. Полученный материал удивляет свойствами. Он прочнее бумаги, пластичен, долговечен и, по словам автора, может найти применение в медицине или дизайне. Но для Булдакова это прежде всего способ говорить о вечном. Его работы, словно артефакты древних цивилизаций, соединяют биологию, технологию и философию. Чайный гриб – метафора хрупкости жизни. Мы пытаемся ее контролировать, но она всегда находит путь, чтобы удивить, объясняет мастер. Никогда бы не подумал, что из чайного гриба можно такое сотворить. Честно говоря, я бы просто увидев эту работу, я бы не подумала, что это чайный гриб. Вообще, глядя на чайный гриб, даже, если честно, я даже не пил ни разу этот напиток, как-то не очень вызывает прям желание. Нет, на самом деле, он полезен. Что да, очень много полезных свойств, и мне чайный гриб напоминает скорее, о детстве. Детство. Да, детство, когда у бабушки он стоял, под марлечкой, где-нибудь в 3-литровой банке, и за ним следили, кропотливо убирали от жары, промывали. И все это было так прикольно. В детстве тоже его не любила. Сейчас, наверное, бы не отказалась, но выращивать не хочу. Минутка ностальгии от Вероники. Да. А сейчас самые актуальные новости.
Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Бизнес в России предпочитает регистрироваться в качестве ИП. С начала года количество таких регистраций выросло на 6%, а число компаний сократилось на 25%, посчитали в Spark Interfax. Эксперты связывают это с тем, что ИП проще открыть, легче вести учет и можно платить меньше налогов. Некоторые компании решаются на дробление с целью сэкономить и специально оформляют часть бизнеса как ИП. Аналитики говорят, что индивидуальные предприниматели более чувствительны к экономическим изменениям. Им сейчас трудно брать кредиты, а просрочек по прошлым платежам стало вдвое больше. Несанкционированные свалки – одна из болевых точек любого большого города. Не обошла эта проблема и Якутск. Теперь в столице с мусором борются с помощью современных технологий. Неправопорядочных граждан определяют благодаря камерам. Они установлены по 10 адресам. Только за этот год таким методом выявили 6 правонарушителей. Между тем, бесплатно твердые бытовые отходы принимают на городском полигоне по адресу Вилюйский тракт, 9 километр. В прошлом году у нас запустилась единая муниципальная система видеоаналитики, в которой мы собираем сейчас все камеры нашего города и храним их у себя на сервере. По сбору мусора также в прошлом году осенью начались работы, определили первые точки, на которых фиксируется сбор ТКО. И мы сюда устанавливали камеры своими силами, работают они на сим-картах, то есть для них нужно только питание, электричество, ну и стабильная интернет-связь. В этом году мы продолжаем работу в этом направлении. Будут дополнительные точки определены, будут также дополнительные камеры поставлены. 2900 подростков будут трудоустроены на летнее время в Якутии. Об этом сообщили в Центре занятости населения региона. Из них 58 детей трудоустроят в оленеводческие хозяйства. Работа ведется по программе содействия занятости населения. На нее предусмотрено свыше 24 миллионов рублей. Кроме того, 29 мая состоится акция «Мое трудовое лето», в ходе которой дети смогут встретиться с работодателями и пройти профориентацию. Напомню, согласно законодательству, дети до 18 лет не могут заключать с работодателем договор гражданско-правового характера. Оформление занятости несовершеннолетних проходит по общим правилам Трудового кодекса. Дети в целом должны работать, где не требуется профессиональное образование. Да? Это благоустройство территории, в памятниках могут работать могут рабочими, подсобными рабочими, а также могут работать артистами, спортивной деятельности могут работать и в органах культуры. 10 мая стартовал новый сезон юношеской футбольной лиги. Тогда в матчах открытия встретились составы до 16 лет и до 18 лет из команд Благовещенск и СШФ Якутия, где юные футболисты сыграли в ничью. Вторая встреча прошла в минувшие выходные на стадионе Туймада. Якутяне принимали команды «Динамо» Владивосток. В этот раз матчи завершились со счетом 0-1 у команды до 16 лет и 0-2 у команды до 18 лет. Уже 24 мая в рамках третьего тура якутяне встретятся с командой «Шор» номер 1 из Комсомольска на Амуре. Это у нас на Дальнем Востоке юбилейный 5-й сезон. Участвуют 9 команд со всех городов Дальнего Востока. И, по системе «В гостях дома» это у нас получается в этом сезоне 16 игр дома и в гостях. Тренер дает установку, выходим, разминаемся. Что тренер скажет, то и делаю. Сейчас будем пробовать, стараться выигрывать юношескую футбольную лигу. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. А мы переходим к реализации мечты. Многие семьи мечтают о собственном доме с участком или просторной квартире, но зачастую накоплений для этого недостаточно. В такой ситуации на помощь приходит материнский капитал, ключевая государственная программа поддержки российских родителей. Размер выплаты зависит от ряда условий, а процесс оформления и направления средств нередко вызывает вопросы. Чтобы разобраться в тонкостях программы, мы пригласили в студию Анну Пестереву, ведущего специалиста, эксперта отдела организации социальных выплат, Управления по установлению социальных выплат. Доброе утро. Доброе утро. Такое сложное название у вас организации, но на самом деле очень важное, потому что как можно получить материнский семейный капитал, далеко знают не все. Да. Право на материнский семейный капитал возникает у граждан Российской Федерации, которые на момент рождения ребенка уже имели гражданство, а ребенок получил гражданство по рождению.
С 2020 года социальный фонд осуществляет выдачу государственного сертификата проактивно, то есть без заявления по сведениям, поступающих из органов ЗАГС. Уведомление о выдаче государственного сертификата направляется в личный кабинет держателя, владельца сертификата. Если по каким-то причинам уведомление не получено, то по истечении 3 недель можно направить заявление на госуслугах на выдачу государственного сертификата. На пересмотр установленного размера, к сожалению, через госуслуги обратиться нельзя, нужно подходить с документами лично в офис клиентского обслуживания. Ежегодно материнский семейный капитал у нас индексируется по уровню инфляции за прошлый год, установленный правительством Российской Федерации. В этом году у нас сумма на первого ребенка составляет 690 тысяч рублей, на второго ребенка будет 912 тысяч рублей, а также предусмотрена доплата за рождение второго ребенка в случаях, если первый и второй ребенок родились после 2020 года. А какие-либо новые условия материнского капитала в этом году есть? Ну, в этом году у нас внесены изменения в федеральный закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, по улучшению жилищных условий. Теперь для приобретения, строительства либо реконструкцию частного дома либо дома блокированной застройки требуется заключение о пригодности данного жилья условиям по проживанию. Данный документ можно получить в органах местного самоуправления. Это касается жителей районов, а для жителей города Якутска и городского округа можно обратиться в департамент жилищных отношений. Срок оказания услуги не должен превышать 45 дней, а сам документ действителен в течение 1 года. На что можно направить денежные средства материнского капитала? Денежные средства материнского капитала у нас могут направляться по 5 основным направлениям. По усмотрению владельца сертификата, это улучшение жилищных условий, на платные образовательные услуги детей по программам среднеспециального высшего учебного образования, либо на оплату проживания ребенка в общежитии, либо направить на оплату по присмотру и уходу за ребенком в дошкольном учреждении, дополнительные образовательные услуги, кружки при дошкольном учреждении. А также можно направить на формирование накопительной части, на ежемесячную денежную выплату, и предусмотрена возможность приобретения технических средств реабилитации для детей с инвалидностью, для их социальной адаптации, интеграции в обществе. А также, если сумма остатка средств не превышает 10 тысяч рублей, предусмотрена возможность разовой выплаты. Ну, удобно. А имеет ли право на материнский капитал отец ребенка? Да, переход права от владельца сертификата на второго родителя, отца ребенка, либо на самого ребенка возможен в 3 случаях, если мать ребенка лишена родительских прав, либо сразу отказалась после рождения ребенка, либо в случае смерти. Чтобы осуществить переход права, необходимо обратиться в клиентскую службу социального фонда со всеми правоустанавливающими документами. Ну, а вот как избежать мошенничества при покупке жилья с использованием материнского капитала? Да, с 1 марта у нас внесены изменения в постановление правительства Российской Федерации под номером 46 касаемо правил направления средств материнского капитала. Теперь, чтобы избежать мошеннических действий с использованием средств материнского капитала, предусмотрен эскроу-счет. Можно это использовать при строительстве, реконструкции жилого помещения по договору строительного подряда. Эскроу-счет – это специальная ячейка, где средства блокируются на определенный срок, а в нашем случае по завершению строительства. Если по каким-то причинам условия договора не выполнены и договор со строительной организацией расторгнут, то в течение 5 банковских дней с эскроу-счета возвращаются средства обратно в бюджет социального фонда. Удобно. Вот какие есть способы получить, например, часть материнского капитала наличными средствами? Ну, наличными, к сожалению, нельзя получить. Предусмотрена возможность только ежемесячной денежной выплаты на детей до 3 лет. Чтобы получить данную выплату, доход семьи за расчетный период не должен превышать 2 прожиточных минимумов на зону проживания. И в случае назначения срок выплаты на 12 месяцев. Если в семье до 3 лет несколько детей, можно одним заявлением назначить выплату на каждого ребенка. Размер зависит от зоны проживания, как мы сказали. Первая зона – это северные районы. Сумма составит 30 390 рублей, а по второй зоне – 25 567 рублей.
Можно ли использовать материнский капитал, если купленная квартира еще в ипотеке? То есть приобрели, потом получили над капиталом, направить на погашение? Да. Приобретение средств по ипотеке, на погашение ипотеки с использованием средств материнского капитала возможно, но возникнут проблемы при продаже данного имущества, так как если кредит не погашен, недвижимость находится под залогом у банка, и информация об этом вносится в единый реестр недвижимости. Чтобы сделка с продажей недвижимости прошла успешно, необходимо заранее уведомить банк о том, что путем продажи данного имущества мы как бы погашаем, и потом мы должны еще с органов опеки взять разрешение и доказать, что действительно будем улучшать жилищные условия на детей. Огромное спасибо, очень подробная информация. Дорогие телезрители, конечно, хочется спросить еще множество вопросов, поэтому обращайтесь, если необходимо для консультации. Всем доброго утра. До завтра.